Наши саппоры везде писали, наверное, вы в курсе, да, что мы в средствах массовой информации. И у нас позиция такая у всех. Мы придерживаемся мнения и хотим, чтобы изменили меры пресечения Георгия Олеговича на домашний арест. А то, что касается споров там между конфликтом интересов предприятиями, я думаю, это определит следствие. Вот и все. Но мы хотим, чтобы он быстро, ему изменили меры пресечения. Ну, здесь все сказали, что он в возрасте, здоровье у него не очень. Думаю, что большое предприятие, и за этим предприятием стоят еще дольщики, и предприятие плюс должен работать стабильно, чтобы дольщики получили вовремя квартиры и так далее, да, чтобы все должно быть. Реально человек голова всей организации, не только организации одной, а вот до того доходит, что и мы, маленькая организация, считающая себя производственники, молодое поколение предпринимателей, тоже стали жертвами этого ареста человека, который всегда поддерживает не только финансово, но и своим опытом делится всегда, никогда не отказывает в помощи. И хотел бы передать властям, чтобы они не забывали, что власть здесь мы, народ, а они просто смотрят за порядком, чтобы вовремя все кормились, вовремя все строилось. Предприниматели Якутска — это очень большая сила, которая должна сплачиваться в такие моменты и поддерживать друг друга в таких ситуациях. И в конце концов Георгий Олегович ничего такого сверх ужасного не сделал. Сейчас по телевизору показывают, и не такие дела делаются, и здесь у нас делали раньше, но все гуляли на свободе, все нормально ходят, гуляют. И мы тоже думаем, что те, кто принимает решения, переведут человека на домашний арест, потому что Георгию Олеговичу должно быть хорошее здоровье, он должен после этого удара выйти и дальше помогать развивать республику и Россию. Таких людей действительно мало, и мы должны защищать их, мы не должны их бросать в беде. Я когда-то служил в рядах вооруженных сил в боевой точке, являюсь ветераном боевых действий, защищал конституционный строй Российской Федерации и делал это достойно. Сейчас всеми силами я буду защищать Георгия Олеговича, чтобы его честное имя и справедливость восторжествовалась в конце концов. Спасибо. Удачи. Удачи нам всем. Мы с Георгием Олеговичем 36 лет после студенческих лет, после Ленинграда, 36 лет рядом. У нас дети, у нас внуки. Я его люблю, я его уважаю. Все его мнения, все его работы, весь его авторитет – это заслуга его семьи, его детей, его внуков. Я так считаю. И я верю, надеюсь, что суд, он будет справедливый. Я верю и надеюсь, что вы сегодня с доброй душой, с благодарностью, с восхищением пришли. Я вам очень благодарна. Благодарна за эту солидарность, за эту консолидацию. И я горжусь своим городом, где очень много объектов компании Георгия Олеговича. Я горжусь своей республикой, что уважают его, любят его. Я горжусь Россией и этой компанией ФБА, который оценил из 20 российских строительных предприятий, он один получил аккредитацию по инвестициям. И теперь эта работа может чуть-чуть не заглохнуть, там будут работать, продолжаться будет, но время можем терять.
И вы тоже гордитесь, пожалуйста, я вас прошу. Если вы сегодня сюда пришли, у вас сердца горячие. Если вы сегодня сюда пришли, значит вы полностью поддерживаете. Если вы сюда сегодня пришли, значит мы с вами сила. Спасибо вам всем и говорю, что митинг закрыт. Митинг закрыт. Спасибо всем большое от семьи Карамзина Георгия Олеговича. Спасибо.